Многовековая история народов, живущих на земле за Байкалом, тесно связана с развитием животноводства. Эта отрасль стала исторической сферой приложения сил и основой национальной культуры не только для бурят и эвенков, но и для русского населения, которое переселялось сюда с середины 17 века. До революции в Забайкальской губернии на душу населения всегда приходилось наибольшее количество скота. Этот исторический факт стал определяющим для группы компаний «Талина» из Мордовии, которая в 2009 году откликнулась на предложение губернатора края Равиля Гиниатуллина создать на юго-востоке Забайкалья крупнейший в стране мясной кластер по выпуску конкурентоспособной продукции, соответствующей мировым стандартам и имеющей спрос на мировых рынках. Прежде чем начать заниматься крупнорогатым скотом говядиной, мы обратились к истории и увидели следующее, что в России до революции существовал такой пояс степной, где выращивался крупнорогатый скот. Проехав, сделав анализ, это Оренбург, Челябинская область, Бурятия, Забайкальский край, Калмыкия, ряд других областей, мы в Забайкальском крае встретили самый теплый прием, нашли единомышленников. Но вот это послужило тем, что мы остановили свой выбор на одном из регионов этого степного пояса в Забайкальском крае. Базовая площадка для развития комплексного, малоотходного и эффективного производства на высоком технологическом уровне стал недостроенный в советские годы Краснокаменский мясокомбинат. В 90-е здесь работало только колбасное производство. С него и начали масштабный процесс возрождения предприятия. Старое помещение пришлось капитально ремонтировать, а отслужившее свой век оборудование демонтировать, закупая и устанавливая на его месте современные германские и голландские технологии. Так в 2010 году была запущена первая линия мясокомбината. Новые хозяева назвали свое предприятие Даурским в честь давних исторических традиций народов нашей земли, которые всегда успешно занимались животноводством. Это имя, по мнению руководителей комбината, должно было стать залогом успеха. Так и случилось. Темп развития комбината сегодня просто ошеломляет. Специалистам потребовалось всего 2 года, чтобы сначала наладить выпуск колбасных и деликатесных изделий объемом в 200 тонн в месяц и уже в эти дни запустить вторую промышленную линию, которая завершила создание полного комплекса мясной переработки в крае. Старт! Поехали! Отправив в путь 5 новеньких скотовозов, старт очередному масштабному проекту комбината дали губернатор края Равиль Гиниатуллин и президент группы компании «Талина» Виктор Бирюков. Гигантские машины, рассчитанные на перевозку 35 голов крупного рогатого скота, прямо с торжественного собрания поехали в фермерские хозяйства закупать животных. Ведь новые мощности предприятия максимально оптимизировали все этапы производства, начиная с технологического процесса и заканчивая требованиями санитарных норм. Поэтому и в праздничный день никаких исключений нет, даже для гостей комбината. Как и все служащие, прежде чем попасть в новые цехи, они проходят санитарный контроль. Высокие технологии встречают их, что называется, на пороге. И здесь без инструкции генерального директора предприятия Дмитрия Маркина не обойтись. На ноги подается дезинфицирующий раствор, щетками очищается подошва, на руки подается раствор специального спиртового раствора для дезинфекции. Только после этого человек проходит цех. Новый цех промышленного убоя и первичной разделки мяса рассчитан на переработку 36 тысяч голов скота в год. Это 20 голов в час. Подобных линий до сегодняшнего дня не было ни за Байкалом, ни за Уралом. Их и в России не более 5. Однако губернатора края впечатляют не столько мощности современного цеха, сколько экономические возможности, которые открываются с его запуском перед животноводами региона. Появляется возможность у всего юго-востока Забайкальского края сдавать в любое время года скот, соответственно, по рыночной цене и быть уверенным в том, что производить скот выгодно. Самая главная проблема – стабильная реализация выращенного скота. Чтобы головной боли не было у хозяина, чтобы он знал, что в назначенное время прибудет автомобиль, у него взвесят его скотину на электронных, подчеркиваю, весах, значит, очень точно посчитают, сколько это будет стоить. Это и есть нормальная работа нормального предпринимателя, который один выращивает, другой перерабатывает. Новая линия, как мы уже сказали, это эффективный и безотходный перерабатывающий комплекс, который не ограничивается организацией одного убойного цеха. Это еще и целая сеть специализированных подразделений, расположенных рядом с ним. Самая крупная – холодильный блок, рассчитанный на одновременное хранение 2 тонн мяса. Камеры этого блока работают в разных режимах охлаждения, чтобы у производителей была возможность продавать свой продукт как отдельным организациям, так и другим перерабатывающим предприятиям страны и региона.
Сейчас открываем возможности не только продавать мясо на кости, а также производить мясо блочное для мясоперерабатывающих предприятий. Можно продавать мясо в полутушах, мясо, значит, в четвертинах, крупными отрубами, охлажденном виде мяса, всевозможные кусочки, стейки. Наряду с возросшим масштабом продаж в 2 раза возрастут и объемы переработки мяса в колбасном производстве. Теперь вместо 200 тонн выпуска готовой продукции в месяц комбинат начнет выпускать 400 тонн. На этот стабильный рост производства и был сделан расчет, когда инвестиционному проекту развития даурского комбината присваивался статус краевого. Когда затевали этот проект, мечтали об одном, чтобы организовать действительно современную глубокую переработку, тем самым стимулировать рост поголовья у наших земляков, как на личном подворье, так и в крупных хозяйствах, чтобы у них не было головной боли, куда сдать скот. И сегодня эта проблема на территории Забайкальского края, для юго-востока, во всяком случае, и южной зоны, решена полностью. В прошлом году рост поголовья крупного рогатого скота в регионе составил 8%. Этого неплохого результата добились и краснокаменские фермеры за счет создания откормочных площадок для племенных животных. Ставку сделали на мясной породе герефордов. Региональное правительство помогло животноводам закупить племенных бычков этой породы в Канаде. Все животные прекрасно перенесли путешествие в Сибирь, перезимовали и уже дали первое потомство, а вместе с ним и надежду на дальнейшее развитие комбината. Говядину мы закупаем всю здесь. Поэтому наши потребители колбасной продукции могут быть уверены, что наша колбаса сделана из говядины, которая выращена в Забайкалье. Вся свинина, она выращена в Республике Мордовия. Чтобы уйти от транспортной зависимости по перевозке свинины в следующем году, комбинат приступит к строительству собственного свинокомплекса и еще одной профильной линии по промышленному забою овец и свиней. Это станет следующим этапом развития предприятия, который второй год доказывает всем, что и в сфере агропромышленного комплекса можно работать с прибылью и на уровне высоких европейских стандартов. Губернатор края по достоинству оценил работу всего коллектива, не оставив без внимания и забайкальских строителей, которые помогли даурским мясопереработчикам развить свое производство. В рамках рабочей поездки по Краснокаменскому району в этот же день глава региона встретился и с воспитанниками Краснокаменской детско-юношеской спортивной школы номер 1. Ребята впервые принимали у себя председателя краевого правительства, поэтому они постарались произвести яркое впечатление, надев все свои спортивные награды и в стихах рассказав о своей любви к спортивному плаванию. Нам кролький брас просто поэма, и потерпляем поддержит дух. Нам комплекс будто теорема, а всплеск воды ласкает слух. Наверное, эти стихи ребята сочинили, когда ждали завершения капитального ремонта бассейна в своей школе. И хотя занятия плаванием проводились в другом здании, детворе все же не терпелось поскорее вернуться в родные стены. Поэтому губернатор края не стал долго затягивать торжественную церемонию открытия. После общей фотографии на память он поспешил перерезать традиционную красную ленточку, чтобы юные спортсмены смогли приступить к тренировкам. Среди них была и юная, подающая надежды спортсменка Даша Гавриленко. Она сыграла не последнюю роль в том, что сегодня у ребят появились новые условия для занятий. Даша написала письмо руководителям страны с просьбой помочь отремонтировать старенькую ванну бассейна. Ее просьбу в Москве услышали и направили руководителю района Герману Колову поручение сделать ребятишкам подарок. Я писала то, что в следующем году уже будет юбилей в нашей школе, ей будет исполняться 35 лет. И я очень хочу, чтобы они на юбилей этой школы присутствовали. Изменилось совсем все: ванна, бассейн, душевые. Вообще стала прям красота. На выделенные из бюджета района почти 3,5 миллионов рублей в помещении школы удалось заменить старую вентиляцию, выложить чашу бассейна новеньким кафелем, установить пластиковые окна и привести в порядок душевые комнаты. Капитальный ремонт, конечно, значительно изменил облик старой школы, но не решил всех проблем. С 1977 года их накопилось здесь достаточно, не только в первом помещении школы, но и во втором, где для ребят открыт еще один бассейн. В наших планах и в планах администрации есть что заменить входные двери, запасные двери, также поменять на более новые, утепленные. Вторая ванна также требует не капитального ремонта, но небольшой косметический ремонт тоже требуется. Но планируется там же восстановление вентиляции, потому что это практически самое главное. В следующем году у нас уже летом планируется провести этот ремонт.
Глава региона эти планы одобрил, как поддержал стремление руководителей города и района вернуть маленьким краснокаменцам прежние помещения детских садов. Один из них уже готов к Новому году принять ребятишек. После того, как в 90-е годы малыши покинули это здание, здесь располагались студенты медицинского колледжа. И вот теперь, после долгого перерыва, 7-й сад «Светлячок» вновь начнет работать по своему профилю. Списки детворы уже составлены. В этих группах совсем скоро зазвучит веселый смех не только краснокаменских ребятишек, но и малышей из Октябрьского поселка, которые по программе переселения уже перебрались со своими родителями на постоянное место жительства в Краснокаменск. Всего 12 групп садика разместят 240 детей. В этом году мы открыли 2 детских сада и 8 групп общей сложностью на 500 мест. А очередь, скажите, какая? Очередь в городе более 2000. То есть еще проблема не решена, но частично мы эту проблему решили. Вот и Светлячок ремонтировался и оснащался, что называется, всем миром. На условиях софинансирования со всех уровней бюджетов сюда было направлено более 50 миллионов рублей, чтобы полностью отремонтировать фасад здания, заменить кровлю и все внутренние бытовые коммуникации. Полностью обновленный детский сад сейчас выглядит как большая красивая игрушка, которую хочется рассматривать со всех сторон, от нового кухонного оборудования до ярких игровых зон. Такое же приятное впечатление произвел на губернатора края в Приаргунском районе и сельский детский сад в небольшом поселении Новоцурухайтовское. Тополек в эти дни также вернули детворе, решив проблему с очередностью в отдельно взятом селе. Мы давно мечтали о таком детском саде. Значит, мечты сбываются? А кто же помогает сбываться нашим мечтам? В каждой сказке это волшебники. А в жизни это строители. Им понадобилось всего 6,5 миллионов, чтобы капитально отремонтировать детворе второе здание детского сада, где сегодня располагается старшая и подготовительная группы. Младшую и среднюю пришлось разместить в другом помещении. Конечно, это вызывает у родителей 2 разновозрастных ребятишек некоторые неудобства. Условия, конечно, нравятся, но вот у меня 2 детей. Один будет ребенок в ту группу, в тот детский сад ходить, а это здесь. Как бы неловко. Детвора же этих проблем пока не осознает. Она готовится к празднику, радуясь новым условиям. Счастливый день для всех ребят. Собрались как на парад. С днем рождения поздравляем мы тебя, наш новый сад. Осматривая отремонтированное помещение, глава региона соглашается с руководителем районной администрации Сергеем Печкуренко, что 2 отделения сада необходимо соединить на базе регионального детского реабилитационного центра «Солнышко», расположенного в Новоцурухайтуе, а последний перевести в освободившееся, уже отремонтированное здание садика. Даже мне письмо уже передали. Я поручил Георгию Васильевичу Реве посмотреть возможность перемещения своего учреждения, скажем, на эту площадку. Логика в этом есть. Надо просто внимательно подойти, посчитать. Очень внимательно осмотрел Равиль Гениатуллин в Приаргунский региональный ресурсный центр профессионального училища номер 31. Центр работает всего год по современной инновационной программе, подготавливая специалистов для сельскохозяйственной отрасли по 34 специальностям. На средства краевого бюджета закуплены новые обучающие программы, позволяющие ребятам оттачивать свое мастерство в управлении сельскохозяйственной техникой на специализированных автотренажерах. Есть здесь и большой автопарк современных рабочих машин, который, как заметил губернатор, уже необходимо обновлять. Впрочем, не только Равиль Фаритович пришел к этому выводу. Студент 1-го курса Сергей Степанов попросил главу региона помочь училищу приобрести для занятий новенький КАМАЗ. Пообещал, что постарается, чтобы остальные, как ученики, сдавали уже на более современных КАМАЗах на права и ходили вот эту классификацию водителей. Ресурсный центр 31-го училища – один из самых востребованных в регионе. Сегодня здесь обучаются ребята из разных районов Забайкалья, приобретая не одну, а сразу несколько профессий, чтобы найти применение своим силам в родном селе. Ресурсные центры – это как раз то, что надо. То есть это реальный возврат данного конкретного учреждения к изначальной цели подготовка специалистов непосредственно для реального сектора. В эти дни со всеми училищами региона тесную связь стали налаживать районные центры занятости, отправляя сюда заявки на подготовку специалистов. Такой подход в будущем облегчит ребятам поиск работы и создаст условия целенаправленной подготовки профессиональных кадров. С промышленным развитием Юго-Востока края решение этих вопросов приобретает особую актуальность. Ведь скоро на запросы горнорудных предприятий на рабочие специальности нужно будет отвечать, имея современную образовательную базу.